Просить милостыню для одних – крайняя мера выживания, для других – повседневная работа. К слову, в прошлом году стало известно, что черта бедности Казахстана одна из низких в мире и находится на уровне Нигерии, Анголы, Венесуэлы и Габона. Но всегда ли нужда заставляет выходить людей на улицы в метель, гололед и холод? Почему в такую работу вовлекаются несовершеннолетние дети? Правильно ли давать подаяние уличным просителям? Ответы на эти вопросы в этом ролике. Борьба с бедностью берет свое начало с древних времен. К примеру, в Египте в период правления Имхотепа действовала сеть госшкол «Дома жизни», куда могли поступить все желающие. В Греции людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, выплачивали пособия, освобождали от уплаты налогов. А в Риме и вовсе император Август лично раздавал свои средства народу, а в неурожайные годы – хлеб. Тем не менее, искоренить полностью бедность не получилось ни у одного правителя. Даже в советское время, где особо ценился труд и презиралась безработица, нуждающиеся выходили за милостыней. Однако тогда попрошайки просили не так открыто, как сейчас, опасаясь преследования по закону. Ведь с 1961 года действовал закон по борьбе с лицами, ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Кроме этого, была статья в Уголовном кодексе под названием тунеядство. Такое преступление каралось приговором суда на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества и выселением в специально отведенные местности. Только с 1991 года с принятием закона о занятости населения власти отменили уголовную ответственность за безделье. Тогда попрошайки почувствовали себя свободно. Стражам порядка оставалось только гонять их с одного места на другое. Попрошайничество в Казахстане. К сожалению, с тех пор проблема социального иждивенчества актуальна для Казахстана. В основном жалобы на попрошаек поступают с южного мегаполиса страны. Ведь в Алматы не только мягкий климат, но и множество общественных, развлекательных мест и большой поток туристов. С таким мнением согласна и председатель Союза кризисных центров Зульфия Байсакова. Алматы – привлекательный мегаполис, который вбирает в себя роскошь и доступность общественных мест. Отсюда очень большое количество людей приезжает для того, чтобы реализовать свои желания. Поэтому одним из способов заработка является попрошайничество. Я бы отметила, что попрошайничество нельзя рассматривать как способ решения вопросов социально-экономического плана, а именно как способ заработка, комментирует она. Большинство жалоб горожан касается попрошаек в автобусах. Бывало, что иностранные граждане работали целыми семьями и использовали несовершеннолетних как особую приманку для эмоциональных пассажиров. При этом люди, просящие милостыню в автобусах, не оплачивают проезд. Зачастую они либо убегают при высадке, либо до приезда правоохранителей ведут себя неадекватно и сыплют проклятиями. Несмотря на морозы, в столице тоже можно встретить попрошаек возле торгово-развлекательных центров, в автобусах и рынках. Особо назойливы иностранные граждане с детьми. По словам первого заместителя начальника департамента полиции на транспорте Мадияра Айтуганова, в республике за 2022 год зарегистрировано более 1600 дел, связанных с приставанием в общественных местах. Также было выявлено и привлечено к административной ответственности 260 лиц, занимающихся попрошайничеством. Со всеми доставленными лицами проведены беседы с установлением анкетных данных для направления информации в центры занятости для оказания им социально-правовой помощи и возможного трудоустройства. 84 правонарушителя помещены в приемный распределитель, 51 подросток помещен в центры адаптации несовершеннолетних, говорит он. Отметим, что приставание в общественных местах, согласно части 1 статьи 449 КАПРК,
влечет предупреждение либо штраф на физлиц в размере 17 250. Если гражданин совершил правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания, то он привлекается к административному аресту вплоть до 5 суток. А если задержан иностранный гражданин или лицо без гражданства, тогда помимо штрафа и ареста на 5 суток ему грозит еще и выдворение за пределы страны, добавили в полиции. Однако эти меры считаются мягкими по сравнению с законодательством европейских стран. К примеру, во Франции не встретишь попрошаек возле культурных, исторических и туристических мест, поскольку это запрещено законом. Таким образом, у них пропадает интерес к местам, где дают больше денег, так их заработок становится меньше. В местах, где мало людей, невозможно попрошайничать, считает Зульфия Байсакова. Несовершеннолетние попрошайки. Главной проблемой для общества остается попрошайничество на улицах с вовлечением детей. Больше всего возмущает то, что в этот процесс заработка вовлечены несовершеннолетние дети. Я знаю, что есть опыт других стран, которые запрещают попрошайничество и борются с этим на уровне указов и приказов. Даже на местном уровне можно разобраться с этим вопросом. Если аким города Алматы может принять решение, что в центре города, в аэропорту, вокзалах нельзя попрошайничать, то тогда можно привлечь их к ответственности. Если это повторяется несколько раз, то вплоть до уголовной. Поэтому удивляет беспринципность, бездействие людей, которые не принимают никакие меры, говорит эксперт Зульфия Байсакова. И вправду сейчас, кроме предупреждений, маленьких штрафов и разгона со стороны полиции, никаких иных мер в отношении правонарушителей не предпринимается. По словам эксперта, общество должно первым сделать шаг и не давать милостыню. Всем нам известны названия улиц, где собираются одни и те же лица. Это восточные национальности, разные дети. При этом дети молчаливые, не крикливые. Когда ты прилетаешь, у тебя всегда попросят деньги и желают счастливого пути при этом. Мы знаем, что везде расставлены сергёки, можно это отслеживать по камерам, но почему-то правоохранительные органы не берут этого внимания. Комиссия по правам детей, уполномоченный орган, тоже не поднимает этот вопрос, подчеркнула Байсакова. Эксперт отмечает, что попрошайничество – хорошо выстроенный бизнес, управляемый по принципу иерархии. Этот бизнес помогает попрошайкам иметь небольшое количество средств. Такой синдикат управляется несколькими людьми или одним человеком. При этом, на мой взгляд, существуют некоторые откаты на закрытие глаз на этот бизнес, и их доходы не облагаются налогом. Мы также видим, что права людей, которые вовлечены в этот бизнес, не соблюдаются и не защищаются государством, которое обязано это делать, заключила специалист. Несмотря на разные мнения, на улицах редко, но возможно встретить по-настоящему нуждающихся казахстанцев. Причины выйти на улицу могут быть разными. У кого-то инвалидность, другой не может найти работу, у третьего нет образования и навыков. Однако за улучшение их материального положения мало кто берется всерьез. Да и легче дать копейку и разогнать, нежели обучать, устроить на работу и привести их документы в порядок. При этом все-таки стоит несколько раз подумать, прежде чем давать детям деньги. Может, действительно выручка идет не в тот карман, а поддержать детей можно иначе.